600 тысяч человек нереально обработать за один месяц практически. У нас осталось всего лишь вот 22 дня. Хорошо, что сейчас возможно будет продлевание, это очень хорошая новость и так далее. Иностранный гражданин пришел, допустим, повинный, допустим, вот оплатил 5000 рублей на основании протокола штрафа. И, соответственно, сразу его включили из реестра, сказали, все, ты исключен из реестра контролируемых лиц. Мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, 9 апрелде биз Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин маалымат жаатындагы чоң бөлүм менен жолуктук. Ал жерде болсо Россиядагы жанагы реестр боюнча мыйзам түзгөн ички иштер министрлигинин өкүлдөрү да келди. Бир sıra маек кылдык, талкуу кылдык, мекендештердин көйгөйүн айттык. Ал жакта болсо жеке эле бизди кыргыздарды эмес, башка диаспора жетекчилерин дагы Армения, Азербайжан, Туркменистан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана башка өлкөлөрдүн дагы диаспора жетекчилери баары катышты. Ошо боюнча биз өзүбүздүн мекендештерге тиешелүү көйгөйлүү суроолорду бердик, сурандык, жеткиздик колдон келишинче. Кайсыл жерден ошол ички иштер министрлиги өздөрү иштей албай жаткандарын дагы бир sıra айттык. Кайсыл жерден алар кызматынын аягына чейин чыгара албай атканын дагы айттык. Бүт фактылар менен үнүбүз жетти деген ойдобуз. Ошо боюнча кыскача маалыматты көрүп коюңуздар. Андан ары кичинекей сөздү улантып. Кубанычбек Усманбеков, председатель Совета кыргызской диаспоры. Как раз вопросов в этот счет много. Реестр контролируемых лиц по вчерашним данным общей сложностью иностранных граждан включены 599 тысяч, из них 78 тысяч это граждане Кыргызстана. Теперь чем мы сталкиваемся, когда идем в отдел по вопросам миграции? Первое, наши граждане не знают, по какой причине они попали в реестр контролируемых лиц, то есть у членов Евразийского экономического союза всего лишь 3 варианта. Это либо миграционный учет вышел из базы. Второе, нет трудового договора, значит, не был уведомлен Министерство внутренних дел. И третье, отсутствие медицинского освидетельствования через Сахарова. Теперь здесь двойная работа идет. Многие люди не знают, как, куда обратиться, чтобы выявить свою конкретную локальную причину. То есть, соответственно, они пишут отдел по вопросам миграции, официальный сайт, ответ приходит через сайт только через 2 недели. Сроки уже поджимают. Бывают люди, вот, допустим, попадают вот ежедневно, она же каждый день обновляется. Они практически не успевают до конца периода легализации, до 30 апреля легализоваться. Они вынуждены сделать 2 момента. То есть идут, во-первых, в Сахарова, ММС Сахарова, там проходят всю дактилоскопию, метасвидетельствование и все прочее и так далее. После этого обратно идут ОВМ. В ОВМ, как правило, некоторые ОВМ принимают всего лишь 2 дня в день и обрабатывают максимум 50 человек в день, а туда скапливается 500 человек в день. Вот практически это при всем желании, я не знаю, вот коллег у таджикской диаспоры, узбекской диаспоры, азербайджанскую, армян, как и так далее, но у кыргызов, к большому сожалению, каждый день к нам приходят видео по разным ОВМам, что вот толпа народа, там уже стычка, все прочее и так далее. Вплоть дошло до того, что вчера мы как раз таки вот с коллегами Центра противодействия экстремизма предотвратили такое небольшое массовое скопление, так мини-митинг, да, в метро Митино. Наши хотели собраться, сделать видеообращение. Благо с коллегами быстро среагировали, отработали и там в этот момент исключили. Да? То есть такие провокационные действия могут быть со стороны третьих лиц, как раз таки подливая масло в огонь в данном случае. Хорошо, что сейчас возможно будет продлевание, это очень хорошая новость и так далее. Но мы ежедневно говорим вот во всех наших информационных площадках, чтобы наши граждане выходили из реестра контролируемых лиц, даем алгоритмы. Но алгоритмы мы, по большому сожалению, получили только вот от Сергея Леонидовича 5 февраля, да, по-моему. До этого, хоть указ был подписан 30 декабря 2024 года, у нас вот таких возможностей не было. Сам структура МВД, ОВМ разобрался в всей этой ситуации только вот с марта месяца. С марта месяца начали реально исключать людей. Мы сократили на 20% всех наших граждан из реестра контролируемых лиц, но туда еще совсем недавно добавили детей мигрантов, которые не стали на миграционный учет. Сейчас 26 тысяч
дети несовершеннолетние, они тоже встают в этом реестре. Это дополнительная нагрузка и не только для нас, как диаспора, для общественности, но и для сотрудников отдела по вопросам миграции. Урматтуу мекендештер, ийгиликтүү ишкана ачса жакшы экен. Бүгүн биз мекендештерибиздин чоң клиникасында турабыз, Simple Health деген клиника. Эң жакшы жери мындай заманбап клиниканы Москва жергесинде мен биринчи жолу көрүп атам. Бүт тармактар: стоматология, терапия, кардиология, хирургия, дерматолог, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, УЗИ, бүт анализдердин бүт түрү. Негизде жалпы ооруп аткандарга керектүү шарттардын баары бар экен. Телефон номерин болсо, анан кийин дарегин айтып кетейин. Метро Кузьминкиде 5 мүнөт басат экенсиңер. Улица Зеленодольская, 36 корпус 1, мен азырда жазып коем. Телефон номери болсо +7 991 651 75 75. Диаспоранын атынан десеңиздер, силерге жашынакай акция катары скидкалар кылып берет. Бирок оорубай эле коюңуз, оорусаңыз кайрылыңыздар. Көрүшкөнчө. Здесь вот такой конкретных два предложения. Первое. Все-таки может создать ответ от МВД в письме на сайте, может сократить его хотя бы до 2 дней, первое, и сразу указать там причину, то есть где этот человек пропустил локальную ошибку. И, соответственно, по записи, допустим, опять же, стать на очередь ОВМ по записи и так далее. Если эта запись, очередь у него даже придет через 2 месяца, но пускай его тогда не включает запрета на въезд. Вот это спасло бы ситуацию на самом деле вот из всей, потому что 600 тысяч человек нереально обработать за 1 месяц практически. У нас осталось всего лишь 22 дня. Коллеги, по поводу увеличения часов приема у местных ОВМ, да. Вот, например, в том же, мы ездили тоже по вызову Красногорск, Одинцово, там 2 дня. 2 дня всего, и с учетом перерыва там 4 часа. А там в очередях с утра записывают до 200-300 человек, принимают там от силы в день там 15-20 человек, и вот не успевают. Там везде это практически такой момент, да, круговорот получается в связи с тем, что когда на ОВМ все-таки люди пробились, идут, чтобы снять с реестра контролируемых лиц, просят трудовой договор, то есть это членов Евразийского экономического союза. Он идет опять к работодателю и просит трудовой договор, работодатель говорит: снимись с РКЛ, потом мы дадим тебе трудовой договор, чтобы не попасть на штрафы 400 тысяч рублей. Как раз таки же трудовой договор составлять боятся, потому что человек в реестре, а те, кто в реестре, там запрещается законом составлять трудовой договор. Такое просто чисто предложение. Возможно ли такой вариант, если иностранный гражданин пришел, допустим, повинный, допустим, вот оплатил 5000 рублей на основании протокола штрафа, и, соответственно, сразу его включили из реестра, сказали: все, ты исключен из реестра контролируемых лиц, но ты обязан в течение, допустим, 1 месяца сделать вот эти документы. Если ты его не сделаешь, соответственно, мы тебя снова внесем. То есть он подписывается: да, я согласен, чтобы исключить, то есть все эти моменты регулировать. Урматтуу мекендеш, ошо реестр боюнча көп мекендештер чынында эле чыга албай атат, чыкканы чыгып атат, аракет кылып атат, бирок чыга албай калгандар да бар. Такыр эле мүмкүнчүлүк болбой калса, атайын кызмат адвокат юристтер бар, ошо кичинекей эмгек акысына жардам берет. Ошонун номерлерин айта кетейин: +7 991 601 95 17 номери. Азыр мен дагы кыскача жазып коем. Сак саламат болуңуздар, реестрден эртерээк чыкканга аракет кылыңыздар, чыгып алыңыздар. Көрүшкөнчө.